Завершился 6-й ежегодный международный конкурс-фестиваль детского творчества «Бриллиантовые нотки». Конкурс берет начало с 2013 года. Является обладателем гран-при национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучшее детское туристическое событие». В году у нас участников также очень много, около 5000 детей. Приехали со всех улусов. И у нас в гостях в этом году из Казахстана приехали 2 маленьких девочек. В этом году было очень много интересного именно по художественному чтению. Было очень много участников. Глубоко нас впечатлило. Девочка из Чернышевского, которая читает стихотворение про иглу. Что за штука? Я не штука, я барышня. Крак! Сказала, я лично скажу. Ее переехала ломовая телега. Ой, как тяжело. Заводила, что прилегла. Я не выдержу. Но она выдержала. Ломовая телега уже давно. Мы до начала этого фестиваля проводили по Вилюйским улусам и Заречным улусам фестиваля первые шаги, в которых участвовали первый раз именно дети, которые выходили на сцену. И среди этих детей мы лучших пригласили на наш фестиваль, международный фестиваль «Бриллиантовые нотки». Поэтому в этом году много новых участников, именно которые участвуют первый раз. У нас призы в этом году: приглашение на фестиваль Индонезию, приглашение на фестиваль Филиппины. И наши друзья, и фестивальный комитет «Саяр» пригласили в Турцию очень много ансамблей. Именно гран-при пригласили участвовать в турецких фестивалях. И от собранных денег участников мы перечисляем деньги на лечение детей, которые едут в Харбин лечиться. Ну, в этом году, конечно, очень впечатлил для нас младшая группа «Калейдоскопа», которые практически первый раз вышли на сцену. В данном танце возраст от 7 до 17 лет. В ансамбле у нас занимаются дети от 3 до 17 лет. Волнение присутствует за каждого участника коллектива, потому что мы одна семья, мы все друг друга поддерживаем для того, чтобы принести в копилку нашего ансамбля наивысшие награды. И ансамбль из Анабарского улуса глубоко нас впечатлило.
Ребята соревнуются по 8 номинациям. Хореографические и вокальные ансамбли, хоры, театры мод, ансамбли народных инструментов, духовые оркестры и фольклорные коллективы. Организация фестиваля, она очень четкая, слаженная, время ожидания и так далее, ну, практически нету, можно сказать. Все очень четко, слаженно идет. Каждый приходит именно в определенное время, каждый именно вот все по порядку. Ну, мы, организацией, например, очень довольны. Потому что если смотреть с организацией других фестивалей, так, ну, нам есть с чем сравнить, скажем так. Вот, и поэтому мы довольны организацией. По результатам трехдневного конкурса участвовало более 5000 детей из Якутии, России, а также стран дальнего и ближнего зарубежья. Я уже сюда привожу второй раз свой коллектив. Первый раз мы приехали 5 человек, а на этот раз привезла я сюда солистку. Она и солистка, и дочь моя, ей 6 лет, Кайраджанова Аманисахан. Также я привезла свою старшую дочку, она участвовала в номинации «ЗО», в номинации «Рисунок». А в вашем городе я просто в шоке была. Тут ледяные скульптуры, ну все есть. А у нас в Алмате там даже ледяных скульптуры нету, там только у нас где-то 1-2 катка, а тут уже там рядом катки, может быть 2 сразу. Ну, а фестивали у вас тоже тут классно. Мне прямо все понравилось в этом фестивале. Там было как бы везде. Ну, интересно. На гала-концерте собрались самые яркие, лучшие из лучших обладателей званий Гран-при этого года. Лучшим коллективам и исполнителям были вручены путевки на участие в международных фестивалях. В номинации «Хореография» среди образцовых ансамблей Гран-при получил образцовый ансамбль эстрадного танца «Якутска Калейдоскоп». Среди самодеятельных танцевальных коллективов Гран-при завоевал ансамбль «Айхал» из Верхоянского Улуса. Среди солистов Гран-при завоевала маленькая звезда, солистка ансамбля народного танца «Интазар» из Республики Казахстан, город Алматы. В номинации «Вокал» Гран-при получил вокальный ансамбль «Урдел», город Вилюйск, Вилюйский район и трио «Сардана» из села Чурапча. Потому что выступать перед публикой – это волнительно. В номинации «Театр мод» Гран-при разделили театр мод «Пустук» детского сада номер 21 Кенчери, город Якутск, и театр мод «АИ Стиль», село Первых Амустах, Намский Улус. Гран-при в номинации «Фольклор» достался ансамблю «АИ Туой» детского сада номер 89 Парус, города Якутска, и ансамблю Сунтарской детской школы искусств. Гран-при в номинации «Художественное слово» за стихотворение «Штопательная игла» получила Анозина Илария из поселка Чернышевский, Мирнинский район, и Михайлов Максим за стихотворение «Краденое солнце», детский сад номер 16, Золотинка, города Якутска. А в номинации «Инструментальное исполнительство» лучшим стал коллектив «Тускул» среднеобразовательной школы номер 17, опять-таки из столицы Якутии. Что же касается номинации «Детские театры», тут Гран-при получил школьный театр «Муккой» из Амгинского Улуса.
как-то случайно. Как-то случайно. Лауреат второй степени получили. И очень Было весело, круто. круто. Фестиваль-конкурс «Бриллиантовые нотки» проложил своеобразный мост дружбы между детьми разных улусов, регионов и стран. Конкурс, который создает атмосферу радости, праздника и удивительного мира, где глаз радует плоды вдохновения талантливых детей, неповторимые и уникальные работы, где приветствуется талант, царят креативные идеи, встречаются и общаются влюбленные в творчество.